Сегодня в выпуске. В Уфе загорелся многоэтажный дом. Жители винят в пожаре психически неуравновешенного соседа. Защитники животных призывают уфимцев подписать петицию за создание зоополиции. Предприятия Башкирии стали меньше прививать своих сотрудников от гриппа. Густой черный дым, пожарные расчеты и кареты скорой помощи. Днем 7 ноября в Уфе загорелся панельный дом по улице Николая Дмитриева. Пламенем были объяты 4 этажа. Пожарные эвакуировали жильцов с помощью выдвижных лестниц. Кто-то спасался от огня на своих балконах, закутавшись в одеяло. Спасенных людей пожарные отводили к машинам скорой помощи. В 12:47 на пульт диспетчера поступило сообщение о пожаре по адресу Николая Дмитриева, 11. К месту пожара были направлены силы и средства пожарных подразделений. В тушение пожара было привлечено 13 единиц техники. Пожару была присвоена 3-я степень опасности. Такая оценка дается при большой площади горения, отсутствии источников воды и при необходимости в дополнительных расчетах. Архитектура здания осложнила тушение и спасательные работы. Из-за планировки коридорного типа этажи быстро охватил густой дым. Внучку взяла. И когда я вышла, уже все. Там ничего не видно, темнота, двери закрыты. Там перегорожено. Вот эти перегородки, разгородки надо все убирать. Такой дом большой, и все перегорожено. Пожар возник в коридоре 6-го этажа. В этом уверены жители дома. По их словам, в случившемся виноват житель одной из квартир. Он страдает психическими заболеваниями и 2 раза в год проходит лечение. В квартиру молодой человек приносит вещи с помойки. Мы уже говорили участковому, мы старшему по дому говорили, мы уже уходили. Нам сказали, а это не наша проблема. Мы с ним говорили, Тимур, не носи. Он не понимает. Он говорит, это мой заработок. Говорит. Из здания эвакуировали 24 человека, в том числе 10 детей. Погибших нет. Пострадали 11 человек, из них 6 детей. На месте пожара работает дознаватель МЧС. Причины возгорания установит специальная комиссия. Андрей Шарыгин, Александр Кузнецов и Сергей Ямаев. Городской телеканал ЮТВ. Идем со мной, идем, хороший мальчик. Кто послушный песик. В конце зимы Ричарда еще новорожденным выкинули в сугроб на улицу в минус 20 градусов. Там его нашли жители дома. Он так кричал, у меня до сих пор крик в трубке, как мне эта девушка позвонила. Говорит, здесь вот лялька, щенок, что, говорит, делать не знаем. Мы всем подъездом стоим, все охаем, и никто ничего не может. Ну, конечно, кроме меня. Так он остался жить у Натальи Бернацкой. Таких историй девушка может рассказать много. В ее квартире настоящий мини-приют. Защитой животных она начала заниматься 15 лет назад. Под ее руководством в Уфе организовали всероссийскую акцию под названием «Закон должен работать, живодер сидеть в тюрьме». Она прошла в 50 городах страны. В столице республики к митингу присоединились зоозащитники, неравнодушные уфимцы и музыканты. Итогом акции стала петиция, в которой зоозащитники выдвигают несколько требований. Доработать и пересмотреть статьи по защите животных и, самое главное, сделать их работающими. Ввести в Башкирии пропаганду стерилизации и сделать ее обязательной и доступной для всех слоев населения. Создать зоополицию для пресечения жестокого обращения с животными, а также не допустить строительства океанариума и дельфинария в Уфе. Живодер должен сидеть в тюрьме! Закон должен работать! Уфа за защиту животных! Оставить свои подписи, поддержать петицию можно, обратившись к зооактивистке Наталье Бернацкой. Люди семьями вписываются мне, то есть присылают свои данные. Уже собрано несколько сотен. Сосчитать пока не могу, потому что люди тоже собирают, и собирают не по 1 сотне. Молодцы, спасибо огромное всем, кто старается. Сейчас в республике права животных интересуют только волонтеров. Из того, что существует на уровне муниципалитета, это спецавтохозяйство, которое занимается отловом. Собаки попадают в пункт временного содержания. Волонтеры к нему относятся скептически и говорят, что условия там абсолютно непригодные для жизни животных, а маленькие щенки гибнут от вируса. И несмотря на то, что существует даже закон о жестоком обращении с животными, пока в республике по этой статье никого не наказывали. Скажем так как животное
вещь, если оно тем более никому не принадлежит, то вообще как бы состава преступления нет. То есть ничья вещь пострадала и вообще ни о чем. Собаку дома, конечно, держать это большое счастье, но и большая ответственность. Поэтому надо думать, прежде чем, чтобы потом на улице они не оказывались. Насколько мы можем вложиться. Анастасия Худик, Андрей Шуняев, городской телеканал ЮТВ. К концу 2024 года в Башкирии должны увеличить темпы строительства жилья в 1,5 раза. Этот показатель должен достичь цифры почти в 4 миллиона квадратных метров в год. В Госкомстрой уверяют, в республике эта задача, обозначенная в майском указе Владимира Путина, выполнима. Но есть ряд вопросов. Как мы обеспечим, чтобы это жилье реализовывалось? И второе, как мы обеспечим, чтобы это жилье не типовые коробки были все-таки, что это комфортное жилье, потому что во главе угла, наверное, все-таки стоит именно комфорт проживания, среда обитания. В комитете говорят, каждой застройке подходят индивидуально, изучают проекты со всех сторон: стоимость жилья, строительство социальных объектов, транспортную доступность. С точки зрения, наверное, реализации понимаем, что если у застройщика не будет реализации, соответственно, он просто достроит один дом из 8, который запланировал, остальные просто он заморозит и не будет приступать к строительству. По мнению застройщиков, в Уфе возводится слишком много жилья комфорт-класса. Однако спрос растет на более дешевые квартиры. Причина этому – платежеспособность населения. Большую массу квартир продаются вот в суперэконом-сегменте. И первое место не первый уже месяц держит застройщик, который продает жилые комплексы, у которых 13 квартир, 14 на этаже, и все они по 22 квадратных метра. И продает он их по 60 штук в месяц. А это цена? Это общая цена? И это цена, понимаете? И здесь вопрос не в том, что мы хотим, а это вопрос в том, сколько у людей есть денег, чтобы это купить. При этом эксперты в сфере недвижимости говорят, что пора уходить от черновой отделки квартир. Ведь на покупателей ложится не только ипотека, но еще затраты на ремонт. Кроме того, специалисты советуют застройщикам перестать штамповать квартиры-студии и проявить креатив. Начать в каких-то маленьких пусть площадях, чтобы у нас стоимость объекта была доступная, строить какие-то новые планировки. Но это просто, наверное, нужно подумать проектировщикам и архитекторам. В Госкомстрое Башкирии напоминают, сейчас существует 28 госпрограмм для покупки жилья. Например, жилстройсбережения. Но на практике оказывается, что жители республики о них не знают. Теперь информирование населения станет одной из главных задач ведомства. Рустам Нурешев, Анастасия Никишина, городской телеканал ЮТВ. Решающий бросок через себя. Японец Сакураба оказывается на ковре, а уфимец Ислам Апиев становится чемпионом мира по греко-римской борьбе. Спортсмен из Башкирии стал сильнейшим на первенстве планеты среди борцов до 23 лет, который проходил в Будапеште. Ислам выступал в весовой категории до 77 килограмм. Первый год начинал маленький. У меня уже пошли результаты, и я понял, что это мой вид спорта. Конечно же, когда смотришь наверх, когда другие ребята, там, молодежка, там, мужики, когда ты думаешь, это невозможно, но потихоньку ты, когда начинаешь по кадетам выигрывать, потом по юниорам выигрываешь, потихоньку уже осознаешь, что все возможно, просто надо тренироваться и готовиться. Золото Апиева – не единственная медаль башкирских спортсменов на первенстве мира. Фадис Валитов завоевал бронзу в категории до 63 килограмм. На пути к медали он поборол соперников из Туркмении и Китая. Бой за третье место выдался тяжелым. Соперником Фадиса стал борец, представляющий сборную Венгрии, хозяев турнира. Чуть-чуть посвистывали. Ну, то есть болельщики точно, а судьи, может быть, даже чуть-чуть помогали, но это не в моем праве говорить. В любом случае, я победил, и слава богу. Победы башкирских борцов продолжились и на внутренней арене. Нахчола Базанов стал первым на чемпионате России. Он оказался сильнее чемпиона мира Никиты Мельникова. Так было, как обычно соревнования, ничего там такого не было. Соперники были такие достойные. В финале боролся с чемпионом мира 2013 года. Там. Он Европу в 2016 году выиграл. Ну, с ним, попался в финале. И вот так получилось, я выиграл. Нохчо, Ислам и Фадис – воспитанники башкирской школы борьбы. Апиев приехал из Ингушетии 6 лет назад. В Уфе он вырос в победителя первенства мира.
По словам тренеров, башкирские борцы в жизни скромные, трудолюбивые и дисциплинированные ребята. Для Ислама Апиева очень важна религия. Без веры мы никто, признается спортсмен. Его мечта – выиграть Олимпиаду, чемпионат мира. Несмотря на то, что попасть на главный турнир четырехлетия очень сложно, тренеры считают, что все возможно. Я думаю, каждый спортсмен хочет выиграть Олимпийские игры. Я думаю, что будем трудиться, будем работать, и я думаю, что все в наших руках. После короткого отдыха спортсмены начнут готовиться к чемпионату России. Он стартует в январе следующего года. А в 2021 году в Башкирии пройдет чемпионат мира по борьбе среди юниоров. Поединки состоятся в центре борьбы, первый камень которого заложили в августе. К сожалению, к этому времени Ислам Апиев и Фадис Валитов из-за возраста не смогут выступить на домашнем турнире. Но благодаря традициям Республиканской школы борьбы Башкирия не должна остаться без медалей. Андрей Шарыгин, Никита Бычков, городской телеканал ЮТВ. В Уфимской администрации обсудили новый проект в рамках инвестиционного часа. Члены комиссии рассмотрели заявку инвестора по запуску производства карбоновых кислот. Они используются в качестве консервантов в пищепроме для получения ароматических веществ в косметической индустрии и производстве мыл и моющих средств. Запуск полупромышленной установки необходимо инвестиции или субсидии в районе 10 миллионов рублей. Запуск производства мощности 10 тысяч тонн, оценочная инвестиция составляет 650 миллионов рублей. Маржинальность более 50-100% в зависимости от исполнения. На первом этапе 5 миллионов рублей необходимо на пуск окислительной установки и 5 миллионов рублей на систему очистки для выпуска высокоочищенных нафтеновых кислот. Несмотря на одобрение комиссии и готовность инвесторов вложить средства, к проекту возник ряд серьезных вопросов. Так, членов комиссии озадачил ассортимент выпускаемой продукции и экологическая безопасность производства, которому был присвоен первый класс опасности. В презентации мы видели несколько потребителей и большое количество разных продуктов. Да, то есть здесь непонятно, не конкретизировано, что будете выпускать. По наименованию продуктов тоже это разные продукты абсолютно. Разработка озонаторов одно, технология окисления углеводородов совсем другое, последующее производство одноосновных карбоновых кислот, синтетических нафтеновых кислот, синтетических жирных кислот. Это огромный ассортимент, гигантский. Да, но мы не можем выпускать и то, и другое, и третье, и четвертое. На реализацию проекта уйдет от 6 до 7 лет. Мэр Уфы Ульфат Мустафин одобрил проект, но поручил различным ведомствам проработать проблемные вопросы. Егор Полторыхин, Александр Кузнецов, городской телеканал ЮТВ. С начала эпидемиологического сезона в Башкирию поступило более 1 700 000 вакцин против гриппа. Тем не менее, в региональном управлении Роспотребнадзора отмечают, что темпы вакцинации трудовых коллективов в республике отстают от прошлогодних показателей. За счет средств работодателя привиты 65 тысяч человек. В прошлом году на эту же дату было привито почти 90 тысяч человек. В связи с этим управление Роспотребнадзора по республике Башкортостан обращается к работодателям, к руководителям организаций и предприятий, независимо от формы собственности, о просьбе вакцинировать своих сотрудников до начала эпидемического подъема заболеваемости. Специалисты ведомства подчеркивают, работодатели сами должны быть заинтересованы в прививании сотрудников. В период эпидемического подъема заболеваемости количество заболевших сотрудников может достигать 30% от численности коллектива. Здесь работодатель несет убытки в плане выплаты больничных, а также пониженной работоспособности и производительности предприятия. В случае, если работодатель не озаботился организацией прививок, жители могут обратиться в поликлинику по месту жительства. По состоянию на сегодняшний день в Башкирии привиты более 1 200 000 человек. Это 30% населения. Всего планируется охватить 45% населения.